приходит и уходит с земли. Ничего, такая жизнь, и с этим мы привыкли, мы понимаем, что это неизбежно. Но бывают такие моменты вот в истории человечества, в истории стран, в истории людей, когда люди, которые ушли, они остаются. Они должны оставаться, если эти люди выполнили свой долг полностью, если они сделали то, что они могли сделать. Вот у нас на уровне, скажем, каких-то вот общих, у нас замечательный праздник День Победы. Это, кстати, мой единственный праздник, который я отмечаю. Для меня это больше, чем праздник. Родной брат моей матери, мой дядя, он стал первой жертвой дивизии. Вот 19-летний пацан, он стал у прожектора. Это было лето 41 года, горячее лето 41 года, начало обороны Киева. И упала бомба. Прямое попадание в прожектор. Мы до 46 года вообще не знали, пока не появились люди. Его однополчане, которые с ним были, им повезло, они выжили, они прошли войну, они потом пришли. Только в 46 году они нас нашли, пришли и рассказали, как он погиб. Отец, партизан Великой Отечественной войны, который был в лагере, он же был в камере смертников, просидел, его спас человек, профессор Буйко, герой Советского Союза, которого немцы сожгли, живьем сожгли. Для меня это не просто абстракция война. Для меня это вечная память, которая во мне будет жить. И для меня война, вот как бы ни были, и что бы ни говорили, для меня это этот дядя, это отец, это профессор Буйко, который спас моего отца. Это ребята, которые приезжали к моему отцу после войны, партизаны, они там рядом там жили. Для меня война материализовалась в образе именно этих людей. И я хочу, чтобы они их помнили. И я хочу, чтобы они их знали. Не только я знал, после другие знают. И я хочу знать о таких же людях, как и те люди. Память должна быть активной. Как только память превращается чисто в ритуал, она становится ритуальной памятью. Люди знают, что они должны купить цветы, они должны принести цветы, они должны возложить цветы. Это важно, это нужно, это все. Но я всегда как-то думал и мечтал о том, что, может, у нас Якутск будет там же на площади Победы, будет большая какая-то стена. Чтобы в этот день я мог принести фотографию маленькую или какую-то моего дяди и приколоть ее там, чтобы он этот день там повисел. Чтобы другие тоже могли собрать своих, это как мемориал был бы такой. Поминали бы и 12 этих, и поминали бы родных, близких, и чужих близких, потому что эти люди, они воевали и за меня тоже, ведь эти люди, они воевали и за себя, за будущее своей семьи. Поэтому мне казалось о том, что надо уходить вообще от этих чисто вот ритуальных вещей, и надо приходить вот к этим семейным традициям, чтобы одно соединялось с другим. Если у нас это будет, мы просто вольем новую энергию в этот праздник. И это не надо заставлять никого делать. Не надо, как у нас обычно, там это, все вот возьми, там, надо, чтобы он сам понимал, что он своего деда несет. Надо, пусть он знает, что несет гордость своей семьи, молодой пацан. Если он это сделает, или девчонка, если он это сделает один раз, он и детям своим это накажет делать. Мне кажется, что мы таким образом можем просто продлить праздник. Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет
никогда он не забудет, атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди
на моих бойцов. Целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю. Снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.